Уроки мужества в честь Дня защитника Отечества проходят в эти дни во всех школах Башкортостана. Обсудим подробнее прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Игорь Харченко, генерал-майор запаса, кавалер ордена Салавата Юлаева. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Прямо с одного из уроков мужества в школе вы провели. Расскажите, как все прошло и какая главная цель и задача вот у таких мероприятий? Главная задача все-таки это патриотизм, который в наших детишках нужно воспитывать. Практически его воспитать уже невозможно, но его определить, что есть у человека маленького любовь к родине, если он внимательно смотрит на твои рассказы о тех временах, которые были у нас, когда нас также ветераны Великой Отечественной войны инструктировали, рассказывали о своих событиях. И то были эти рассказы очень скромные и не распространялись очень сильно именно на те события тяжелые, которые были в 41-45 годах. Поэтому видно, те, которые внимательно слушают, те, которые понимают, что такое любовь к родине, любовь к тому месту, где родился. И, как всегда, пословица говорит, где родился, там и пригодился. Поэтому в этом и состоит понимание Родины. Если в каждом человеке, именно маленьком, девочке или мальчике, уже это зародилось, то оно только ее поливать и будет произрастать. В дальнейшем уже будет настоящий патриот, который будет готов в любое время, не обязательно с оружием в руках, а исходя из своих способностей, возможностей, защитить Родину и Отчизну в любых условиях. Можно одну из историй, которую вы чаще всего рассказываете детям? О, это очень тяжело. Я рассказываю всегда разное. Поэтому опыт моего, скажем, жизненный опыт мне дает возможность рассказывать как службу за границей в двух республиках: Алжирская Народно-Демократическая Республика и Йеменская Республика. Особенно тяжелое это воспоминания о службе в Йеменской Республике, потому что там в 2015 году началась война конкретная уже, когда коалиционные войска стали бомбить столицу Сану, невзирая на гражданское население. Это было очень страшно и тяжело для тех людей, которые проживают. Нас оттуда эвакуировали, но все-таки мы это увидели, когда беззащитное государство, имеющее неспособные вооруженные силы себя защитить и страну, просто гибли. Поэтому мое твердое мнение, армия должна быть сильная и должна быть понимаема народом о ее применении. То есть, если применяется армия где-то, значит, так нужно всей нашей стране. Как вы оцениваете состояние и готовность российской армии? Ну, я не министр обороны, чтобы оценить, тем более не верховный главнокомандующий. Но вы внутри этой системы находились, вы имеете профессиональный взгляд на эти вещи? Во всяком случае, с 2010 года, 2012 года, если даже конкретнее сказать, началось поэтапное перевооружение, поэтапное понимание и переход на непосредственно контрактную службу, где уже профессионалы владеют оружием, потому что уметь из автомата стрелять – это маленькая начальная подготовка, скажем так, основа военной службы, которую в школе должны преподавать. А освоить в совершенстве это нужно не 1, не 2, даже не 3 года. А техника у нас очень быстро развивается. Сейчас уже вы видите по телевизору, какие ракеты, и противовоздушная оборона, и все, и танки, в которых уже без знания законов физики, законов математики уже невозможно. Поэтому должен более квалифицированный, тот же наводчик, тот же командир непосредственно даже на бронеобъекте. Почему бронеобъекте? Потому что я сам закончил Киевское танковое инженерное училище, поэтому я, в принципе, танкист в начальном своем образовании. Игорь Михайлович, Башкортостан традиционно один из регионов, где много призывников, да, отправляются в российскую армию. Как вы понимаете, почему такие традиции сложились и почему они такие крепкие? Ну, тут можно заглянуть даже в 17 век. Всю жизнь башкиры помогали и империи российской в становлении и в защите
даже в 1612-1812-13 году, когда и Берлин был взят, в том часе с участием башкирских полков, которые показали и при взятии Парижа они были названы местным населением как амурские, как амуры, да, потому что с луками в то время уже современные... Северные амуры, по-моему. Да, северные амуры, я чуть-чуть сбился, да, которые как раз вот показывают то, что для них было удивительно, что такие, скажем так, северные амуры победили высококвалифицированную армию профессиональную Наполеона. Да и это говорит о 1941-1945 году, когда вот буквально в марте месяце, 22 марта, будет 80-летие вручения 112-й кавалерийской дивизии башкирской знамени Президиума Верховного Совета. Как раз это юбилейная дата, и это говорит о том, что башкиры в своем понимании, они всю жизнь были на передних рубежах защиты Отечества, вне зависимости там, на них непосредственно нападают или на всю большую нашу страну. Поэтому это уже в генах у башкирского народа. И отправляя, скажем, вооруженные силы в современное время, порядка в год где-то до 9, а в предыдущие годы и больше 10 тысяч, это говорит о том, что у нас, в том дело, что у нас и людей больше, чем в других субъектах, и это как раз способствует большей массовости отправления. Но здоровье дает положительные результаты на призыв, и дисциплина, и способность защиты государства, о чем я говорил, как гена, передающийся с поколения в поколение. Поэтому здесь ничего нет удивительного. У нас за Великую Отечественную войну было направлено на защиту уже советского государства более 704 тысяч жителей Башкирии, Башкортостана, Башкирии на тот момент. И, к сожалению, многое не вернулось, но это показатель того, что очень защищали Отечество, даже то советское, которое было в то время. Были чистые, честные патриоты нашей страны и отдавали жизнь за защиту Отечества. Защита Отечества – это большое понятие. Какой смысл вот вкладывается сегодня, вот на ваш взгляд, да, в него? И мы все понимаем, что «хочешь мира, готовься войне». В последнее время эта фраза часто очень звучит, но все-таки, к счастью, у нас сейчас мирное время. Вот как можно объяснять подрастающему поколению, что такое защита Отечества сегодня? Это трудный вопрос, конечно, но мы уже говорили, что нужно с детского возраста понимать, что защита – это маленькая территория защиты семьи своей перед какими-то, даже хулиганами. То есть умение свободно владеть руками для того, чтобы защитить свою семью. С последующим защита уже семьи в своей более взрослом понимании. Это защита своей территории, имеется в виду малая родина Башкортостан. Башкортостан очень красивый, ему защищать очень нужно сильно, потому что многие, как говорится, хотят на эту территорию и поживиться, особенно иностранные. Потому что богатство большое, начиная, как говорится, от нефти и заканчивая теми природными ресурсами, которые у нас есть, и золото, и так далее. Вот если понимаешь, что... Я приведу один пример. Вот, если смотрели все фильмы «Александр Невский» 1938 года выпуска, там был как раз один из оппонентов Александра Невского, он сказал так, что там, где прилег, там и Родина. Вот это неправильное понятие, это как раз у тех людей, которые стараются где угодно жить, там, где хорошо. Я понимаю, что там, где хорошо, можно жить, но Родина-то она останется в душе. Я знаю почему, потому что, находясь вот 5 лет практически за границей, я всегда с такой радостью возвращался домой,
Хотя там за границей тепло, светло, море, вода и так далее. И все прекрасно. Но Родина тянет, внутри она тянет. Это понимание должно с детства возрождаться. Хотя я, в принципе, родился на Украине, Луганская Народная Республика, ныне признана буквально на днях. Поэтому я считаю, что прожив в основном свою жизнь в России, мне эта большая страна, как Союз Советских Социалистических Республик, является родиной. И я за нее боролся, за нее служил, за нее защищал даже на территории других государств. И последний вопрос. С чего должно начинаться воспитание в семье, на ваш взгляд? В семье, я думаю, что рассказы о своих прошлых, о дедушках, бабушках, о, как говорится, тех, которые на этой территории жили, ушли в армию, не вернулись, героях Советского Союза там, и России. Потому что в Башкирии очень много примеров именно вот с чего надо рассказывать. И тогда будет понятно, что люди его помнят. Вот он был когда-то, жил когда-то, но его и до сих пор помнят. И эта память должна быть вечна. Вот в этом понимание патриотизма, что ты помнишь свои корни, а пословица опять, Иван без родства, он, конечно, ничего не помнит и забывает. И поэтому, как вот на Украине сейчас они переделывают все свои непонятные исторические данные, все переворачивается с ног на голову, а все, естественно, потом на этих же детях, которые воспитываются в неправильном понимании. Поэтому нам очень нужно с детьми работать практически вот с начала школьной семьи. Не зря вот южноармейское движение с 8 лет. Вроде говорят, вот 8 лет совсем рано. Нет, это уже не рано, это даже поздновато. Потому что нужно, чтобы понимал человек, зачем он родился, кто его родил, любить того, кто родил, уважать то место, где он родился, и приносить пользу этому месту, этой территории, которая дала ему возможность жить, работать в будущем и служить отчизне, если уже он повзрослел. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был Игорь Харченко, генерал-майор запаса, кавалер ордена Салавата Юлаева. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.